Терроризм, экстремизм – слова, которые практически ежедневно появляются в средствах массовой информации, порождая беспокойство и страх граждан за свое настоящее. Угроза навязывания экстремистских взглядов поджидает молодежь буквально на каждом шагу. В подтверждение каждому сказанному слову представители духовенства приводят отрывки из Священного Писания и советуют молодым людям не черпать знания о религии из недостоверных источников. Собравшиеся призывают школьников не оставаться безучастными в борьбе с этим злом. بولخنا خيق ظلم مجد أشخر ناحتي عدختر حرم خلر بسوب سجفير حرم خلر ناخيق شيء سنو سجي سيلور دي أشخر سنسيلور دي أشخر حرم خلر. Человек становится личностью в процессе социализации, и школа также берет на себя воспитательную функцию. Лекция носит не только профилактический характер, но и рекомендательный. Потому ребят вновь призывают быть внимательными, бдительными по отношению к подозрительным людям и предметам, и в случае обнаружения опасности всегда сообщать взрослым. А главное, и самим не попадаться на уловки фанатиков. Впрочем, и сами школьники это прекрасно понимают. На сегодняшнем мероприятии нам объяснили, как нужно вести себя, когда нас заманивают эти странные организации, как наша религия против всего этого. Очень много молодых людей не имеют своего мнения. Они слушают чужих, плохо знакомых их людей. Они не слушают свою веру, свою религию. Они просто не думают о последствиях, которые могут произойти. Они не думают о своих родственниках, о своих родных и близких. Не менее актуальная проблема, которую поднимают гости, это вред, наносимый здоровью при употреблении синтетических наркотических препаратов. Проводится профилактическая работа в этом направлении. Не остается без внимания, вырабатываются меры, утверждаются планы борьбы с наркоманией. От беды никто не застрахован, однако в этом случае молодые люди сами творцы своего будущего, наставляют школьников. Поэтому важно правильно выбрать свое окружение, суметь вовремя сказать «нет», задумавшись о завтрашнем дне. Многие люди сознательно губят свое здоровье ради интереса, чтобы попробовать наркотики. И в настоящее время боремся с дурной привычкой людей, которые приносят проблемы не только своей семье, но и всему обществу. Лирик, наркотик, шамаш используют déjà нах албезм барса, даях наркотик, лирик, старых пейт бабача, шей маркаб, шей ламыз де, шей цагарчар каш, цар каш деждо, шей цар саду уж дахшо. Аптечная наркомания за последние годы превратилась в грозную опасность, игнорировать которую не могут ни врачи, ни педагоги. В больнице все чаще поступают молодые люди с передозировкой. И все мероприятия мы проводим, чтобы как-то профилактически воздействовать на наших детей, чтобы не бороться уже с фактом, да, курения или наркоманизма или алкоголизма. Профилактика развития наркозависимости среди несовершеннолетних не может обеспечиваться усилиями только медицинских служб. Необходима совместная деятельность врачей, педагогов, правоохранительных органов, широкой общественности и религиозных деятелей. Как же наверняка защитить ребенка и в целом избавить от этих пороков все общество? Один из вариантов – проводить целые дни в различных кружках по интересам, будь то спорт, искусство или рукоделие. Достаточно сделать доступным такое времяпровождение, чтобы занять досуг подростков. Конечно, не стоит забывать о роли профилактики. Лейла Гайсанова, Адам Долгиев, Новости 24.